морковка сколько? Морковка 100 рублей килограмм. 100 рублей. О, Свекла и морковь, конечно, не второй хлеб, но без нее ни борща, ни щей не сваришь, говорит Танзиля Альмиева. Пенсионерка возмущена. За неделю цена овощей взлетела почти на 100 рублей. очень дорого, не для нас, это для не пенсионеров. И если прошлогоднюю морковь на рынке еще можно найти по 120-130 рублей за килограмм, свекла исчезла. Продают только молодую из Волгограда по 150, при том, что 2 недели назад торговали старой по 35. Конечно, неоправданно, что уж говорить. Из-за чего? Трудно сказать. Продавцы на рынке лишь разводят руками. Говорят, такое на их памяти впервые. 2 недели назад подорожало. Ставщики что говорят? Ничего нету, уже на базе нету. Кончились товар. Нету, не знаю почему. Проблема в чем непонятно. В магазинах ситуация со свеклой и морковью еще хуже. Здесь этих овощей сегодня мы не нашли. Все распродано. Остался только ценник. У местных садоводов, которые обычно торгуют излишками урожая вблизи рынков, морковки и свеклы тоже практически нет. Все уже кончилось. Вон зелень продаем. У вас тоже последняя? Да. Как сейчас поставляются овощи на татарстанские рынки и в продуктовые сети? Какие прогнозы дают эксперты по сложившейся ситуации? Эти вопросы мы сегодня адресовали в Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики, но ответов не получили. В пресс-службе ведомства заявили, что на месте нет курирующего заместителя. Отсутствовать он будет до следующего понедельника. Для нас так и осталась загадкой, почему его, как спикера, никто не смог заменить, когда вопрос касается социально значимой темы. Или ведомство просто не хочет комментировать не совсем позитивную тему, касающуюся тысяч жителей республики. Есть недобросовестные участники рынка реализации таких продуктов, которые такими ситуациями пользуются. В антимонопольную службу заявлений по поводу повышения цен на свеклу и морковь пока не поступало. Но после нашего репортажа по данному факту обещали провести проверку. Всего же с начала года антимонопольщики рассмотрели 35 жалоб от жителей республики, связанных с повышением цен на продукты. Из них 10 пришлось на подсолнечное масло, 9 было на сахар и 8 на куриное яйцо. Остальные жалобы по 5-6 уже были на мясо кур. Исходя из нашей практики, каждая такая жалоба, поступающая в наш адрес, она анализируется и исследуется именно на предмет фактов или признаков нарушения антимонопольного законодательства. По итогам таких проверок антимонопольщики возбудили дело в отношении 3 татарстанских птицефабрик. Их руководство подозревают в сговоре. Есть ли овощной сговор? Будем ждать результатов проверки и комментариев курирующих ведомств Минсельхоза и Минпромторга. Юлия Гоголева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.